Пожалуйста. Так, у нас в повестке дня заседания правительства ряд стандартных вопросов. Но начнем мы с вопроса, который касается увеличения притока инвестиций. Это один из факторов, который необходим для ускорения экономического роста. Это очевидно для развития новых проектов, для расширения действующих проектов не только в производстве или инфраструктуре, но и в социальной сфере тоже. Напомню, у нас действует план по увеличению доли инвестиций до 25% в валовом внутреннем продукте для того, чтобы достичь национальных целей развития, которые связаны с экономическим ростом. Сегодня обсудим, как идет выполнение этих решений. Благодаря этому плану, а также ряду решений, которые мы приняли, мы совершенствуем деловой климат. Был запущен первый комплекс мероприятий по трансформации делового климата. Развивается инфраструктура поддержки бизнеса. Утверждена стратегия пространственного развития страны. Выделяется помощь малым и средним компаниям, которые занимаются проектами в приоритетных отраслях. Работу с государственными компаниями мы тоже стараемся корректировать. В том числе утверждены методические рекомендации по применению ключевых показателей их эффективности и подготовлен проект типового стандарта и технического задания аудиторской проверки долгосрочных программ развития таких организаций. Но вот чего не подготовлено, это, собственно, закон о инвестиционных программах. Мы договаривались о том, что мы это сделаем, о порядке их проработки, подготовки и принятия, поскольку это имеет большое значение для того, чтобы мы понимали, что в государственных компаниях происходит. Я просил бы к этому вопросу вернуться. Идет подготовка новых законопроектов, в частности, поправок в закон об электроэнергетике. Готовится законопроект о государственном контроле и надзоре в Российской Федерации, который позволит изменить акценты на профилактику нарушений в этой сфере. Большая часть плана была исполнена в срок, хотя в целом прирост пока, надо признаться, небольшой, его надо повышать. Тем не менее, по итогам первого полугодия достаточно серьезный двузначный прирост инвестиций зафиксирован в таких сферах, как информация и связь, строительство, образование. Но есть направления, которые требуют повышенного внимания. Мы обсуждали в понедельник дополнительные шаги по ускорению экономического роста. Очевидно, что в сфере инвестиций тоже требуются новые решения. Необходимо с учетом текущих реалий, результатов работы подготовить планы по привлечению инвестиций в различные отрасли экономики. Ну а регионы должны запустить свои планы инвестиционного развития и принять меры по достижению целевых показателей прироста. Подробнее расскажет министр экономического развития об этом. Еще одна тема, тоже связанная с экономикой и инвестициями в конечном счете, касается самозанятых. Пока они участвуют в закупках государственных компаний и корпораций на общих началах, сегодня мы рассмотрим законопроект, который дает им некоторые льготы. Речь идет о распространении на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса. Это обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства. Главная цель для того, чтобы стимулировать вот таких самозанятых людей к легализации доходов. Для этого, напомню, мы ввели специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход в рамках эксперимента в 4 территориях: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться. Но об этом мы отдельно поговорим. Распределим мы также сегодня субсидии и трансферты, выделим почти 400 миллионов Томской области на новую школу. Также 450 миллионов направим дополнительно 3 регионам Дальнего Востока. Это Бурятия, Магаданская область и Чукотка. Средства пойдут на развитие социальной инфраструктуры, в том числе на закупку медицинского оборудования, на приобретение жилья для работников социальной сферы и на благоустройство территории.
Так, ну давайте сначала послушаем вопрос о ходе выполнения действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и пройдемся по другим. Пожалуйста, Максим Станиславович Орешкин. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, в том плане, который был утвержден в прошлом году, с одной стороны, была целевая отраслевая структура инвестиций, с другой – конкретный список необходимых действий как системного, так и отраслевого характера. План де-факто стал ключевым организационно-методическим документом по управлению достижением поставленной цели на федеральном уровне. Сегодня я хотел бы подвести промежуточные итоги его исполнения и рассказать о ведущейся работе. На слайде номер 3 представлена целевая траектория динамики инвестиций. В этом году по плану мы должны были выйти на уровень в 21,2% ВВП, но по факту сейчас мы ожидаем более высокого результата. По нашим оценкам будет достигнут уровень 21,6%. Это будет максимальным уровнем с 2007 года. Но в дальнейшем у нас цели амбициозные, нам нужно выходить на уровень в 25% ВВП, поэтому здесь работы еще предстоит очень много. Если говорить про этот год, то несмотря на проблемы с уровнем совокупного спроса в экономике, мы получим позитивную динамику, по нашим оценкам порядка 2% реальный рост инвестиций. Этому, конечно же, способствуют те меры, которые реализует правительство. Мы упрощаем административные процедуры. У нас в рейтинге Doing Business мы в этот раз поднялись до 28 места. Запущен механизм трансформации делового климата, реализована программа по упрощению доступа субъектов МСП к кредитным и лизинговым средствам, совершенствуется порядок налогообложения ГЧП и целый ряд других историй уже реализованы. Среди отраслей, и Дмитрий Анатольевич в вступительном слове об этом сказал, и утилизация отходов, информация и связь, строительство. Среди ведомств я бы отметил хорошую динамику Министерства промышленности, Министерства цифрового развития. Среди отстающих у нас пока Министерство строительства и Министерство природы. Это связано с динамикой инвестиций в ЖКХ и в геологоразведке. Но по итогам года цифры, очевидно, могут измениться. Оценка у нас за полугодие носит предварительный характер. Понятно, что нужно стремиться к тому, чтобы все элементы плана выполнялись. У нас, к сожалению, периодически бывает невысокая исполнительская дисциплина, формализм при исполнении мероприятий плана ведомствами. Учитывая, что значительное число мероприятий сосредоточено в 2019 году, я поэтому призываю коллег внимательно отнестись к тем поручениям, которые председатель правительства дал в рамках этого плана. Расскажу несколько слов о дополнительно проводимой в этом году работе. У нас два ключевых трека – это отраслевой и региональный. По отраслевому треку мы делаем акцент на изменении регулирования. У Антона Германовича Силуанова было проведено 10 встреч с отраслевыми министрами. Этому предшествовала большая подготовительная работа. Сейчас идет уже работа предметная по 44 дополнительным мероприятиям, которые донастраивают отраслевую регуляторику. Кроме того, план действий мы также будем сейчас дополнять мониторингом достижения целей по отдельным мероприятиям. Мы их эффективность предлагаем оценивать, основываясь не на факте утверждения того или иного нормативного акта, а в зависимости от достижения тех показателей или тех результатов, на изменениях которых направлен соответствующий акт. Хочу также отметить, что все еще остаются достаточно низкими плановые показатели достижения КПИ министерствами, которые министерства сами готовят. В некоторых случаях отставание мы видим более чем на 50%. В этой связи я прошу коллег обратить внимание на необходимость утверждения индивидуальных планов инвестиций, исходя из необходимости достижения 100% КПИ, которые утверждены председателем правительства. Второе направление – это работа с регионами. Здесь формируется и утверждается сейчас план инвестиционного развития субъектов. Каждый план состоит из трех основных элементов. Это первый план достижения КПИ по видам экономической деятельности, то есть по отраслям, то, что регион видит внутри себя. Второй – это перечень ключевых проектов, которые обеспечивают достижение общего КПИ. И третья, тоже очень важная работа – это изменения в нормативное регулирование на федеральном или региональном уровне, которые необходимы для достижения ключевых показателей. У нас сейчас уже 82 субъекта предоставили проекты таких планов. Совокупный ожидаемый процент достижения сейчас у нас находится на уровне 80-90% в среднем. Работаем с субъектами для того, чтобы эти цифры также достигли целевых значений.
Хотел бы отметить, что очень многие субъекты активно включились в работу по изменению нормативно-правовой базы. Всего было представлено в Минэкономразвития 745 предложений. 300 сейчас из них мы прорабатываем с отраслевыми министерствами. Часть из них в дальнейшем будут отработаны в рамках механизма трансформации делового климата, а часть может войти в обновленную версию плана. Ну, среди предложений региональных можно выделить, там несколько назову. Предложения, направленные на ускорение ввода в эксплуатацию месторождений общераспространенных полезных ископаемых, дополнение градостроительного кодекса разделом, нормирующим процесс подготовки документации в части сроков, предложение по оптимизации механизма ГЧП и целый ряд еще новых идей. По мере завершения этой работы мы представим для рассмотрения на правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции обновленную версию плана, а затем уже, Дмитрий Анатольевич, представим обновленный документ вам. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо, Максим Станиславович. Присядьте, пожалуйста. Коллеги, какие будут соображения? Есть какие-то комментарии к тому, как идет работа над этой темой, я имею в виду по ускорению роста инвестиций? Ну, значит, здесь все понятно, надо просто всем сконцентрироваться, поскольку здесь справедливо было упомянуто и мое последнее поручение о том, что делать, и я просил бы действительно максимально внимательно руководителей федеральных органов исполнительной власти заняться реализацией этого поручения. Вот. Ну и здесь также говорится о поручении высшим должностным лицам субъектов обеспечить утверждение и разработку, соответственно, планов инвестразвития субъектов. Это тоже очень важно, потому что наши планы, они, конечно, не должны висеть в воздухе, потому что вся работа происходит в субъектах Российской Федерации, поэтому такие планы необходимы. Просил бы тоже Максим Станиславович это контролировать. Договорились тогда, принимаем решение, переходим к следующему вопросу.